Алло, алло. Да, вас прекрасно сейчас видно и Ага, слышно. хорошо. Ну, Вы меня я слышите? могу просто слушать конференцию. Добрый день Да, еще можно. раз, уважаемые наши участники нашего межрегионального Да? антинаркотического форума. К нам прибыли на пленарное заседание министр здравоохранения Чувашской республики, руководитель аппарата антинаркотической в Чувашской республике, заместитель председателя Кабинета министров Чувашской республики Степанов Владимир Геннадьевич. Сегодня с нами Наумов Сергей Александрович, руководитель управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской республике. И с нами сегодня Чепрасова Ольга Викторовна, заместитель главы администрации города Чебоксар. Также сегодня на связи у нас Кононов Николай Васильевич, вице-президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья наций» в режиме видеоселекторной связи. И Корчагина Галина Александровна, член Международного комитета по контролю за наркотиками при Организации Объединенных Наций. Заместитель директора Национального научного центра наркологии Института Сербского Минздрава России, профессор, доктор наук, тоже в режиме ВКС. Уважаемые наши президиум, хочу доложить, что мы работаем с 10 часов. Мы работали на 5 площадках, обсудили злободневные вопросы, касающиеся профилактики. Сотрудники управления по контролю за наркотиками проводили совещания с секретарями муниципальных антинаркотических комиссий в гибридном формате. Здесь проходила секция психологов, педагогов, врачей по межведомственному и внутриведомственному взаимодействию. Дети занимались сложные, которые состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, в инспекции по делам несовершеннолетних, в своей команде, библиотекари республики в своей команде. И у нас сегодня волонтеры занимались, волонтеры-медики. И сейчас мы подводим итоги, и я представляю слово министру здравоохранения Степанову Владимиру Геннадьевичу, руководителю аппарата антинаркотической комиссии, заместителю председателя Кабинета министров Чувашской республики. Пожалуйста, ваше слово. Уважаемые участники Межрегионального антинаркотического форума, рад вас сегодня приветствовать на этом праздничном, в то же время очень важном мероприятии. Потребление психоактивных веществ остается одной из наиболее серьезных проблем общества. Это приводит к многочисленным негативным социальным последствиям, влияющим на качество жизни граждан. Но и в цели повышения эффективности профилактической работы, направленной на снижение уровня наркопреступности и наркопотребления в России, создана система государственной наркопрофилактики, которая координируется на федеральном уровне Государственным антинаркотическим комитетом, а на уровне региона, соответственно, антинаркотической комиссией субъекта. Реализуется перечень приоритетных направлений стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, которая утверждена, соответственно, указом президента Российской Федерации. Чувашская республика, благодаря слаженной межведомственной работе в системе единого профилактического пространства, имеет относительно положительный результат, и по оценке экспертов наша республика относится к регионам с относительно благополучной наркоситуацией, занимая 13 место среди 85 регионов. Эту оценку проводили эксперты федерального проекта «Трезвая Россия». По итогам государственного мониторинга в 2021 году ситуация в Чувашской республике оценивается как нейтральная. Но для ее стабилизации нам необходимо активно продолжать реализовывать системные мероприятия, чтобы наша молодежь понимала, что в успешной жизни нет места для наркотических средств, и осознанно делала свой выбор в сторону здорового образа жизни. Сегодня мы подводим итоги нашей профилактической работы. Наш фестиваль проходит под девизом «Моя альтернатива. Здоровая нация» уже в 8-й раз. Он объединяет всех сторонников здорового образа жизни. Это не только государственная организация, но и общественная. В Чувашской республике все ресурсы направлены на профилактику. Министерство здравоохранения является инициатором таких проектов, как Министерство «Мы за здоровый образ жизни», «Мы вместе», «Школьная медицина» и «Будущее без риска». Все эти проекты реализуются с участием общественных организаций непосредственно. И здесь необходимо отметить наиболее активных участников, как региональное отделение Российского движения школьников, волонтеры-медики,
членов общественной организации «Здоровая нация» и некоммерческой организации «Фонд Чувашии». Практически во всех школах на территории республики создана команда здоровья. На плановой основе проводятся выездные дни профилактики. Внедрена система наркологического консультирования в общей лечебности. Только благодаря усилиям совместной борьбы можно рассчитывать на положительные результаты в решении глобальной проблемы современности. Ну и сегодня я хочу пожелать участникам нашего межведомственного межрегионального форума плодотворной работы, а также выразить благодарность нашим экспертам. Уверен, что в процессе пленарного заседания и работы на площадке все мы получим новые знания, которые станут значимы в дальнейшем построении грамотной, научно обоснованной, действенной стратегии профилактики, результатом которой станет победа над серьезной проблемой нашего общества. Также желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения и продуктивной работы. Спасибо. Спасибо огромное, Владимир Геннадьевич. Под вашим руководством, руководитель аппарата антинаркотической комиссии, мы действительно будем совершенствовать работу единого профилактического пространства. Слово представляется нашему партнеру по межведомственному взаимодействию Наумову Сергею Александровичу, руководителю управления по контролю за оборотом наркотиков. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад вас всех присутствовать на нашем мероприятии. Деятельность МВД по Чувашской Республике в сфере контроля за оборотом наркотиков строится в соответствии с задачами, определенными стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года. Оценка результатов реализации стратегии осуществляется по данным системы мониторинга наркоситуации на основе ряда показателей, в том числе вовлеченности населения в незаконный оборот наркотических средств. Несмотря на сложную ситуацию в данном направлении, есть и положительная тенденция в нашей республике, а именно показатели вовлеченности несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, который в настоящее время оценивается как нейтральный. В целях снижения вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков сотрудниками МВД совместно с специалистами Минздрава Чувашии и общественными организациями регулярно осуществляются целевые выезды в рамках мероприятия Дни профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения. Однако в этом месяце подобные выезды состоялись только в 4 межмуниципальных образованиях, в том числе осуществлены выезды в Маргаушский, Чебоксарский, Шумерлинский район, город Новочебоксарск. Продолжена практика выездов в муниципальные районы и городские округа Чувашии для оказания практической и методической помощи муниципальным антинаркотическим комиссиям. Рабочая группа, куда входят представители МВД, проводит такую работу согласно имеющемуся плану. Потенциал органов местного самоуправления считаем целесообразно использовать прежде всего в ходе непосредственной работы с населением на таких направлениях деятельности, как организация культурных и спортивных мероприятий, воспитательная работа, а также охрана общественного порядка и организация медицинского обслуживания в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях, что в свою очередь позволит нам всем сохранять на территории республики контролируемую криминогенную и наркологическую ситуацию. Уважаемые коллеги, со стороны руководства МВД, структурных подразделений МВД по Чувашской Республике и территориальных органов будет поддержана любая ваша инициатива и творческие начинания. Профилактика наркомании должна быть активной и комплексной, направлена на снижение спроса, то есть на изменение мотивации среди различных групп молодежи, населения и, в первую очередь, молодежи. Только совместными усилиями мы сможем противостоять такой беде, как наркоугроза в нашей республике. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Анатольевич. Ой, Александрович, мы с вами работаем долго и будем работать, потому что без этого мы не сможем с вами жить. Мы медаль с двух сторон. С одной стороны медицинское освидетельствование, лечение, реабилитация, профилактика. С другой стороны это снижение доступности наркотических средств. У нас сегодня по форс-мажорным обстоятельствам не смог прибыть прокурор Чувашской Республики, но здесь присутствует его представитель Семенов Евгений Юрьевич, начальник отдела управления по надзору за федеральным законодательством прокуратуры Чувашской Республики. Поэтому прокуратура тоже с нами.
Глава администрации Денис Вадимович срочно был вызван буквально утром к главе, и поэтому слово для приветствия участников представляется Ольге Викторовной Чепрасовой, заместитель главы города Чебоксар, которая уже не первый раз является не только участником нашего фестиваля и форума самого-самого основания, еще будучи, когда она была в Новочебоксарске, но она всегда душой с нами. И благодаря администрации города Чебоксар нам много что удалось сделать к нашему с вами форуму, фестивалю. Пожалуйста, Ольга Викторовна, вам слово. Добрый день, уважаемый Владимир Геннадьевич, уважаемые участники межрегионального форума. Приветствую вас от имени главы администрации города Чебоксары Спирина Дениса Вадимовича. Администрацией города Чебоксары проводится большая и плодотворная работа по профилактике незаконного потребления наркотических средств и их прекурсоров. И здесь одним из важнейших направлений мы видим занятость населения, молодежи, подростков. В городе Чебоксары 61 общеобразовательная школа. В том числе у нас создано 300 общественных детских организаций с охватом 57 тысяч человек. Кроме того, вы знаете, что в городе успешно и плодотворно работает волонтерский центр города Чебоксары, который объединяет 4500 активных людей. Здесь, помимо молодежи, у нас есть и серебряные волонтеры, которые тоже оказывают большую помощь населению, особенно находящемуся в трудной жизненной ситуации. Волонтерский центр реализует ряд проектов и участвует в фонде президентских грантов. На эти средства они реализуют целевые программы, в том числе и направленные на незаконное потребление наркотических средств. Все больше оборотов набирает российское движение школьников. Уже 30 школ города Чебоксары зарегистрированы на этой платформе. Также продолжаем свою работу и в ряде других направлений. Всего за истекший период 2022 года мы провели более 1000 мероприятий профилактической направленности, в которых участвовало 60 тысяч школьников, 20 тысяч родителей и 4 тысячи педагогов. Мы проводим регулярно, дважды в год, социально-психологическое тестирование на предмет выявления склонности к потреблению наркотических средств среди школьников. Результаты тестирования также обрабатываются и принимаются в работу школьными психологами, педагогами, учитываются в их дальнейшей работе. И у нас формируется индивидуальная программа для таких обучающихся. Все мероприятия мы проводим согласно установленного плана. Вы знаете, что у нас активно работает детская полицейская академия в Дворце детского и юношеского творчества. Это как успешная практика, которую мы тоже рекомендуем тиражировать и другим муниципалитетам. Большое внимание уделяем патриотическому воспитанию граждан, подрастающего поколения. У нас работают 13 поисковых отрядов, и работа поисковиков, она расширяется. Все больше детей, школьников хотят участвовать в поисковых отрядах в этой деятельности. Работу во всех этих направлениях мы продолжим. И в заключение позвольте поблагодарить всех субъектов профилактики, которые помогают нам в этой работе. Это прежде всего Министерство здравоохранения Чувашской Республики, УМВД России по городу Чебоксары и прокуратура города Чебоксары. Доклад закончен. Уважаемые коллеги, город Чебоксары у нас самый большой. Здесь имеется 3 антинаркотических комиссии. Калининская, Чебоксарская, Московская и антинаркотическая комиссия города Чебоксары. И еще Ольга Викторовна отметила одну фишку нашей Чувашской Республики, потому что визитной карточкой профилактики на территории Чувашской Республики является полицейская академия, которая существует уже много-много лет. Уже, по-моему, 18-й выпуск был 18 лет. И сегодня на открытии нашего фестиваля мы как раз увидим лауреатов, победителей, множество конкурсов наших юных барабанщиц, которые в каникулы пришли нас поприветствовать. А сейчас слово передается Коннову Николаю Васильевичу, вице-президента общероссийской нашей организации «Лига здоровья наций». Он сейчас у нас будет в режиме видеосвязи. Он специально
к нашей конференции, к нашему фестивалю записал видеообращение. Пожалуйста. Уважаемые организаторы, молодежная политика заслуженно стала одним из приоритетов государственной социальной стратегии. Будущее страны зависит от тех ребят, которые сегодня учатся в школах и вузах. Очень важно, что форум-фестиваль посвящен вопросам профилактики наркомании в молодежном антинаркотическом движении. Проблема распространения наркотиков среди молодого поколения приобрела слишком угрожающие, недопустимые размеры. Алкоголь, табак и наркотики уносят слишком много жизней. А потому одна из самых актуальных задач современного российского общества – найти новые формы пропаганды и внедрения норм здорового образа жизни. Выработать новую систему социокультурных, общественных и семейных ценностей, в которой здоровье будет основной из ценностных личных приоритетов. Иными словами, сегодня приоритетная функция нашего общества заключается в том, чтобы сделать бренд здоровья модным брендом, а функция государства и бизнеса – сделать этот бренд необходимым, конкурентным условием успешной жизни. На наш взгляд, сегодня крайне важно внедрить в общественное, прежде всего молодежное сознание следующую формулировку. Быть здоровым модно, престижно и необходимо. Путь к успеху лежит только через здоровый образ жизни. И это должно стать непреложным правилом современной жизни. Объединив усилия в борьбе с этим злом и осознав ответственность за свое собственное здоровье, мы сможем стать здоровой и благополучной нацией, преодолеть все трудности и сделать нашу страну процветающей. От всего сердца желаю вам здоровья, благополучия и плодотворной работы. Спасибо за внимание. Огромное спасибо, Николай Васильевич. То есть у нас девиз с вами – быть здоровым, модно, стильно, позитивно. Это направление наших добровольческих отрядов. А сейчас слово представляется Галине Александровне Корчагиной. Я уже называла все ее титулы, звания, регалии, потому что это тот человек, который стоит у руля международной наркотической политики. И ее доклад сегодня очень кратенький и очень интересный. Это профилактика употребления психоактивных веществ среди молодежи как одна из форм противодействия наркопреступности. Галина Александровна очень хотела приехать к нам в республику. Она уже была здесь на форуме, проводила нашу секцию несколько лет тому назад именно в этом зале. Но вот получилось так, что как получилось, потому что ее временно исполняет обязанности Татьяна Валентиновна Клименко, и вот она никак не смогла уехать. И сейчас она с нами в режиме онлайн на связи. И, пожалуйста, выступление Галины Александровны. Уважаемые участники Межрегионального антинаркотического форума, приуроченного к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Я рада приветствовать вас в этой аудитории и благодарна организаторам за то, что они дали мне возможность выступить перед вами. Тема Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом в 2022 году определена Управлением ООН по наркотикам и преступностями как решение проблем, связанных с наркотиками в условиях кризиса в области здравоохранения и гуманитарных кризисов. Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом ежегодно отмечается 26 июня
в целях активизации действий и сотрудничества в избавлении мира от злоупотребления наркотиками. Каждый год такие люди, как вы, целые сообщества и различные организации по всему миру объединяются в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Объединяются для того, чтобы помочь повысить осведомленность общества о серьезной проблеме, которую представляют незаконные наркотики. Тема моего выступления – профилактика употребления психоактивных веществ среди молодежи как одна из форм противодействия наркопреступности. Согласно оценочным данным, более 31 миллиона человек в мире страдают от расстройств, вызванных употреблением наркотиков, и многие, если не сказать большинство из них, это молодые люди. Наркопотребление имеет серьезные социально-экономические последствия для стран в целом, семей, сообществ и особенно для перспектив молодых людей. Сложившаяся ситуация требует активизации усилий в поддержку профилактики употребления психоактивных веществ и лечения расстройств, вызванных их употреблением. Важность защиты детей от употребления наркотиков и развития наркозависимости подчеркивается в конвенциях о международном контроле над наркотиками и в статье 33 Конвенции о правах ребенка. Во многих странах употреблению профилактики психоактивных веществ молодежью уделяется большое, огромное внимание, из-за чего у самих молодых людей может сложиться впечатление, что употребление психоактивных веществ широко распространено, что это является нормой и что их употребляют все. Например, недавно принятые несколькими странами законы, разрешающие использование каннабиса в медицинских целях, а в последнее время и в рекреационных целях, декриминализация употребления каннабиса в ряде стран и доступность определенных психоактивных веществ могут ослабить у молодых людей понимание опасности, социальных, эмоциональных и физиологических последствий употребления психоактивных веществ. Подобные заблуждения могут подтолкнуть молодых людей к употреблению психоактивных веществ. Опыт борьбы с употреблением табака показал обществу и правительствам, как важно защищать детей и молодежь от приобщения к этим ПАВ с помощью эмпирически обоснованного профилактического вмешательства и мер политики. Наиболее актуальные эпидемиологические данные об употреблении психоактивных веществ молодежью в возрасте 15-24 лет представлены в ежегодных всемирных докладах о наркотиках Управления ООН по преступности. В частности, в последнем докладе за 2021 год, презентация которого состоялась 27 июня 2022 года. Больше всего ПАВ потребляют молодые люди, особенно в возрасте 18-25 лет. И они же больше всех страдают от вызванных ими медицинских последствий. Оценить масштабы потребления ПАВ молодежью в возрасте до 18 лет в общемировом масштабе сложно в силу того, что в некоторых регионах проводится ограниченное число обследований, используются разные показатели распространенности и разные возрастные группы. Надо отметить, что мужчины употребляют ПАВ чаще, чем женщины, хотя в некоторых регионах эта разница сокращается. По данным ООН, значительная часть молодых людей употребляет каннабис. Потребление ПАВ молодыми людьми обусловлено желанием испытать воздействие ПАВ вне зависимости от социальных и психологических факторов, которые изначально сыграли свою роль в приобщении к таким веществам и их употреблению на раннем этапе. Те, кто находится в наиболее уязвимом положении в силу физиологических, социальных, эмоциональных факторов и факторов развития, могут перейти к употреблению разных видов ПАВ или и к их более частому употреблению. Многие молодые люди вовлечены в систему наркоторговли, к чему их подталкивают
в частности бедность, отсутствие возможностей для улучшения социально-экономического положения. Важным вопросом в профилактике, в организации профилактики потребления психоактивных веществ среди молодежи является возраст приобщения ПАВ. Это вопрос серьезнейший для всего мира, поскольку, согласно исследованиям, чем раньше начинается употребление ПАВ, тем больше вероятность развития расстройств на этой почве. Средний возраст начала употребления этих веществ по данным Всемирного доклада о наркотиках определяется: алкоголь и табак 16-19 лет, каннабис 18-19 лет, кокаин 21-24. Меры, однако, необходимо принимать задолго до наступления возраста, когда подростки и молодежь будут приобщаться к ПАВ. Более ранний возраст приобщения к алкоголю, табаку и каннабису обуславливает более высокую вероятность перехода к потреблению таких наркотиков, как опиаты и кокаин. На процесс формирования зависимости влияют генетические, биологические и социальные факторы. Подростки начинают употреблять алкоголь и каннабис ввиду позитивного отношения к этим веществам, обусловленного доступностью, общественным одобрением или приемлемостью употребления ПАВ, а также недостаточной осведомленности о рисках, связанных с употреблением вышеперечисленных ПАВ. С заблуждениями, распространенными в подростковой среде, можно бороться с помощью эффективных мер профилактических вмешательств, направленных на преодоление ошибочных представлений. Риск развития расстройств на почве потребления каннабиса чаще ассоциируется с более низким социально-экономическим статусом, более низкой успеваемостью и досрочным оставлением школы. И при разработке программ профилактики это необходимо иметь в виду. В рамках программ по профилактике употребления ПАВ необходимо также обращать внимание на употребление табака и алкоголя, поскольку существуют убедительные доказательства наличия связи между потреблением алкоголя и табака и употреблением других психоактивных веществ. Другой фактор, который необходимо учитывать при проведении профилактической работы, это употребление ПАВ родителями, что может существенно отразиться на их детях и в долгосрочной перспективе стать причиной психических и физических заболеваний, проявляющихся по достижении детьми раннего взрослого возраста. Речь идет о прямых последствиях для здоровья, вызванных употреблением ПАВ будущей матерью, включая низкую массу тела ребенка при рождении, эмбриональный алкогольный синдром, респираторные заболевания, вызванные пассивным курением, более жестокое обращение с детьми и более безответственное к ним отношение, другие проблемы со здоровьем, а также повышение вероятности употребления ПАВ детьми. Данные серьезные последствия негативно отражаются как на социальном, так и экономическом положении во всех странах. При работе с данными возрастными группами от младенческих лет до позднего подросткового возраста необходимо иметь в виду не только последствия употребления ПАВ самими детьми или подростками, но и последствия их употребления родителями или членами семьи, которые могут отразиться на детях и подростках вне зависимости от того, употребляют ли они сами ПАВ. Что можно сделать с точки зрения разработки политики во всем мире и что рекомендует Международный комитет по контролю над наркотиками, членом которого я являюсь? Одним из основных элементов систем международного контроля над наркотиками является профилактика употребления наркотиков, лечение наркозависимости и восстановление работоспособности и возвращение людей в общество. Главная цель Конвенции о международном контроле над наркотиками заключается в защите здоровья людей от вреда, причиняемого немедицинским применением контролируемых веществ, при обеспечении доступности таких веществ для использования в медицинских и научных целях. Профилактика употребления наркотиков, особенно среди молодежи, и лечение наркозависимых молодых людей – важнейшие условия достижения этой цели.
без которых молодые люди не смогут нормально развиваться и стать полезными членами общества. Существуют международные стандарты по профилактике употребления наркотиков и международные стандарты лечения расстройств, связанных с употреблением наркотических средств, разработанные ОНП и Всемирной организацией здравоохранения. Это уникальные документы, в которых содержатся подробные сведения о моделях вмешательств, моделях лечения, предусматривающих финансовую, межведомственную, совместную поддержку программ на местном уровне, помощь с проведением комплексных эмпирически обоснованных профилактических мероприятий, постоянную систему сбора данных, которая позволяет отслеживать оказание услуг и поддерживать обратную связь с целью модернизации национальных систем лечения и обеспечивает внедрение прошедших строгую экспертизу новых процедур и программных лечений. Какие рекомендации дает комитет? Первой приоритетной задачей, которую ставит Международный комитет по контролю над наркотиками перед странами, является создание национальных систем сбора и обработки эпидемиологических данных для разработки политики профилактики употребления ПАВ молодыми людьми и оказания им наркологической помощи. И как вам хорошо известно, у нас существует десятилетний опыт, многодесятилетний опыт сбора данных по единой системе, который позволяет нам отслеживать тенденции и принимать адекватные меры по оказанию помощи лицам, употребляющим наркотики. Кроме того, в последние годы была постановлением правительства утверждена система мониторинга потребления наркотических веществ в стране, которая также является очень успешной и помогает в решении профилактических программ. Второй приоритетной задачей, которая ставится перед сообществом международным, это повышение квалификации специалистов в области профилактики употребления ПАВ и наркологической помощи за счет создания национальных систем обучения, аттестации специалистов в области профилактики и лечения, а также проведение исследований, ориентированных на изучение потребностей молодежи. Что еще рекомендуется комитетом? Это необходимо учитывать, что потребление ПАВ и развитие зависимости обусловлено различными факторами, которые, как правило, начинаются в подростковом возрасте. Однако современные исследования показывают, что вероятность развития пристрастия к ПАВ может быть обусловлена событиями, произошедшими на ранних этапах развития личности, в детстве и раннем подростковом возрасте. Это то, на что обращается внимание при подготовке профилактических программ. И поэтому одна из рекомендаций состоит в том, что вмешательство должно начинаться на самом раннем этапе, до наступления возраста приобщения. Существуют такие формы вмешательства, которые можно и нужно применять на конкретных сроках беременности, в младенчестве, в детском и среднем возрасте, и которые помогают матерям, родителям, школам обеспечить здоровое развитие детей, поскольку эти формы вмешательства доказали свою эффективность как средство профилактики потребления ПАВ и других видов опасного поведения в подростковом возрасте. Но вероятность приобщения к ПАВ и развития зависимости влияет целый ряд факторов, преимущественно генетических и факторов среды. И для эффективного решения этих проблем необходимо принимать самые разные меры, не ограничиваясь единственным подходом. Разработка программ профилактики употребления ПАВ должна вестись с учетом особенностей работы с разными субъектами в разных условиях. Для разных групп населения могут потребоваться разные подходы. И в заключение, профилактика должна включать следующие стратегии, ориентированные на население. В целом, общая универсальная профилактика, на группы повышенного риска, выборочная селективная профилактика, на отдельных лиц, находящихся в группе повышенного риска, симптоматическая индикативная профилактика.
И все эти подходы нашли отражение в докладах, которые представлены или будут представлены сегодня на вашем форуме. Благодарю за внимание. Еще раз спасибо организаторам за то, что дали мне возможность выступить перед этой замечательной аудиторией. Галина Александровна, огромное вам спасибо, потому что те основные звенья, которые сегодня прозвучали в вашем докладе, это наши мишени, стратегии профилактики. Еще раз огромное спасибо. Уважаемые участники нашего пленарного заседания, наша тема подходит к концу, и мы переходим к торжественной части. Очень спокойно, сейчас мы с вами, не торопясь, идем к центральной сцене, где нас будут встречать юные барабанщицы полицейской академии. А далее мы проводим обход по площадке.